Ледоход уже в Якутске. На реке Лени Нижняя Кромка находится у поселка Кангаласы городского округа, город Якутск. Наблюдается густой ледоход, уровень воды 503 сантиметра при критическом 1100. Верхняя Кромка находится у поселка Исить, Алекминского района, густой ледоход. У поселка Табага уровень воды 707 сантиметров при критическом 1030, средний ледоход. Ну а у Якутска уровень воды составил 375 сантиметров при критическом 990, густой ледоход. Подтопленных жилых домов и объектов экономики нет. Интенсивный ледоход вот по сегодняшний день проходит уже по территории городского округа город Якутск. И уже идут подвижки ниже по течению на территории Намского района. Уровень воды в городе Якутске составляет 375 сантиметров, при критическом 990 сантиметров. Мы наблюдаем также Табагинский мыс и населенный пункт Кангаласы. Уровни пока низкие, угрозы подтопления по Табаге и Кангаласам нет. Напомним, 9 мая, в День Победы, движение льда началось в Хангаласском районе. В этом году наблюдался интенсивный ледоход, и заторов нигде не наблюдалось. Опасности подтопления жилых домов и объектов экономики также не возникало. Более подробно расскажет Саргалана Елена. На территории Хангаласского улуса в районе села Исить ледоход начался 9 мая в 4 часа утра. 11 мая начался ледоход под Покровском. По информации ЕДДС, движение льда интенсивное, лед тонкий, воды мало. Окончание ледохода на территории улуса ожидается уже 13 мая. В этом году картина прохождения льда похожа на картину 2011 года. Лед рыхлый, тонкий, уходит частями и идет очень быстро. Уровень воды везде ниже гидрологических отметок. К приему эвакуированных населения у нас было готово 21 пункт временного размещения. Они были заранее проверены отделом надзорной деятельности ГУМЧС России и также ТОВ Роспотребнадзором. И также выезжала комиссия ведомственная от муниципального района. Все они были промерены на предмет готовности. Ничего плохого не ожидаем, но нас беспокоит ситуация. Единственное, что под рассолодой там на мелководье может слегка осесть, потому что воды все-таки мало. Главы Наслегов заключили договоры с местными предпринимателями об обеспечении продуктами населения и на случай подтопления эвакуированных. Питьевой водой и средствами обеззараживания воды население обеспечено. Саргалана Елена, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.